Ассалам алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня пятница, 13 августа 2021 года. Время 21:00 по Берлину и, соответственно, 22 по Джахару. Приветствую вас всех, друзья. Так, я смотрю, вы тут пообщались уже. Очень хорошо пообщались. И так, всех приветствую. Аслан Керимов, алейкум салам. Аслам алейкум. Ичкери кенти, говорит Аслан Керимов. Дал беркати вел амин. Амин яла. Я Артем Цацанец. Витаю вольных людей. Я поддерживаю вольную Ичкерию. Я поддерживаю вольную Ичкерию. Спасибо, Артем. Спасибо большое. Асамбек Тутай, салам машал, дума сарга, всем шалом, привет, витаю, Гамар Джоба, говорит, сразу всех отметил Асламбек, алейкум салам, машал. Добрый вечер всем из Клайпеды, Литва, все будет Ичкерия. Даст Бог, Давиле, рад вас приветствовать. Хамзат Гилай, ассалам алейкум, Астани Гавиджашкава, алейкум ассалам, Хамзат Машуэль, хо леди. Так, Исаак Хоуэль, Маш Шалом, Исаак, приветствую. Сегодня я хотел бы свой стрим начать с основной темы, которую я сегодня хотел бы рассказать. Проблема с депортациями чеченцев и из Германии, и из других стран Европы. К большому сожалению, депортация не прекращается. Несмотря, я сегодня буду говорить в частности о Германии, но это касается всей Европы. Депортация из стран Европейского Союза не прекращается чеченцев. С какой-то степени здесь можно искать руку Москвы, и это определенно правда, так как ее агентура, переводчики, и много-много людей, да, которые связаны и с посольством, и с русской диаспорой здесь, которая курируется КГБ и, соответственно, посольством, бандпритоном под названием так называемое посольство России. И вот ситуация следующая. Вы знаете все одну историю, когда, по крайней мере, чеченцы об этом все знают. Это получило такой большой резонанс в чеченском обществе. В 2016 году было совершено нападение на сотрудников полиции, так называемых коллаборантов, предателей чеченского народа, молодыми людьми. Эти молодые люди представлялись как потом их представили как сторонники ИГИЛа. Этому есть много объяснений. Я сегодня просто хочу немножко подробно и нашу позицию пояснить по этим вопросам. У нас возникают разные случаи, когда там чеченец может напасть на кого-то на оккупированной территории. Также был случай, когда чеченец убил учителя во Франции. И это молодые люди, которых подвергают очень сильной пропаганде с российской стороны. Мне на первый взгляд это может показаться невозможным. Ну как можно вербовать, ну как можно склонять людей к тому, чтобы они погибли, пожертвовали своими жизнями, убили невинных людей, в том числе, как в случае с убийством учителя во Франции. Но также и нападение, чаще всего происходит нападение на сотрудников оккупационной полиции во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Сейчас, забегая вперед, нужно отметить тот момент. Сейчас, как вы уже заметили, убийства прекратились. Да, народ запуган, народ продолжает до сих пор находиться в заложниках, но после того, как Игорь Хвостиков, директор или управляющий бандой оккупированной Чеченской Республики, бандой ФСБ Игорь Хвостиков, перебрался в Татарстан, там уже произошел один террористический акт, как они говорят,
А в Чечне людей убивать перестали. И мы прекрасно знаем, что за всеми действиями Кадырова, за всеми вот этими кровавыми преступлениями на временно оккупированной Чеченской Республики, на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия властвует, хозяйничает и творит свое кровавое ремесло, свое дело кровавое банда ФСБ. И непосредственный участник и непосредственно заказчик всего этого является вот этот глава вот этой банды во время оккупированной Чеченской Республики Ичкерия был Игорь Хвостиков. Сейчас, видимо, назначен другой, и в связи с тем, что Чеченская Республика взята под контроль московским механизмом, так называемым мониторингом за правами человека в Чеченской Республике от ОБСЕ, куда входит 16 государств, в том числе и Германия, в том числе и Соединенные Штаты. Это не значит, что они там как-то изменились, стали гуманистами, стали хорошими людьми и так далее. Нет, это преступники, облаченные властью, имеющие неограниченные полномочия, огромное количество финансовых, технических средств для того, чтобы держать вот в этом запуганном, униженном состоянии наш чеченский народ. Но вот благодаря одному человеку, Сулейману Гизмахмаеву, только лишь одному человеку, благодаря его смелому поступку удалось прекратить это убийство. Это не значит, что они прекратились вообще или они прекратятся навсегда. Или там временно они. Да, это идет спад, потому что над бандитами установлен более тщательный контроль. Соответственно, они лишний раз не провоцировать Запад, Америку, которая, кстати, тоже входит вот в эту комиссию из 16 государств, перестали убивать людей. И уже какое-то время вот было убийство двоих братьев ингушей, тоже там, видимо, произошел конфликт, как тогда сразу сообщали, конфликт полицейского бандита и вот этих двух братьев ингушей. И у них произошла ссора, и по всей видимости даже, может быть, там было применено насилие со стороны вот этих братьев. И бандиты подрусские их просто застрелили. Но такие случаи происходят все реже и реже. И несмотря на это, ситуация нисколько не изменилась, ситуация находится в тяжелейшем состоянии, и несмотря ни на что, чеченцев выдают. В центре Берлина, недалеко от здания рабочего места Ангелы Меркель, премьер канцлера Германии, убивается человек. Несмотря на это, проводятся встречи, проводятся разговоры, общение, налаживаются бизнесы, деньги идут туда, деньги идут обратно. И бизнес занимается, как и занимался своими делами. Несмотря на то, что убивают людей, несмотря на то, что происходят ужасающие вещи, ужасающие. В Китае, где-нибудь в других местах не происходит таких ужасов, которые творит российская оккупационная армия на Донбассе во время оккупированной Чеченской Республики. И вот они попадают там в Сирию, вот эти террористы, их лапы дотягиваются там в Африку, и в Африке тоже они убивают людей, вот тоже были вот доклады о том, что вот так называемые, на самом деле, представители Министерства обороны фашистской России, так называемые вагнеровцы, террористы, убивали африканское население в какой-то стране, я сейчас точно не назову эту страну, потому что в нескольких странах они там орудуют. И несмотря на это выдается. И вот в 2016 году, я сейчас покажу вам видео, в 2016 году было совершено нападение. И я сейчас подойду к тому, о чем я хочу сказать, о чем у меня на превью стоит фамилия
двоих людей, одного выданного Хусейна Гадамаури, выданного Германией и убитого в России фашистами. Давайте я вам покажу сперва видео, чтобы мы могли начать вообще все это обсуждение, чтобы было понятно. Видео короткое, буквально 1,5 минуты, и сейчас можно будет продолжить. Сейчас, одну минутку. Это 2016 год, 2016 год, декабрь месяц. Семья... Сейчас, одну минутку. Так, одну минутку. 22 декабря 2016 года. Семья Бахарчиевых изгоняется из Чеченской Республики предателями и фашистами подрусскими. Давайте посмотрим, как это было, и продолжу вам. На площади перед мечетью Пригородного сегодня многолюдно, однако повод для народного схода. Спасет ли вас $300 в день? А 1000? Это изменит вашу жизнь? Сейчас рекламу пропустим и продолжим. Жители села и родственники правоохранителей, пострадавших от рук террористов во время недавней спецоперации. Это представитель так называемого духовного управления мусульман Хитанаев, его фамилия. Этих преступников мы все знаем. Рядом стоит ближайший начальник, брат начальника охраны Висмурадов, который умер уже в прошлом году. Ну и вот здесь стоят полицейские, российские, подрусские, и сзади стоят их родственники и так далее. В 2016 году, в декабре месяце, 17 декабря, были убиты 3 сотрудника российской полиции. И в отместку было убито несколько молодых людей. Ответственность потом за это на себя взяла ИГИЛ. Но я очень сомневаюсь, что это дело рук ИГИЛ. Это просто отчаянные чеченские парни, которые не могут терпеть ту несправедливость, которая творится и уже много лет, уже много десятилетий, 25 лет, 27 лет это творится. И происходят вот такие эксцессы, можно сказать, потому что вроде бы люди должны понимать, что их убьют, вроде понимать, что бессмысленность вот этих актов отчаяния, они не приводят ни к чему, кроме гибели их самих и репрессий по отношению к их родственникам, их семьи. Но вот несмотря на это, такие молодые люди появляются и способствуют их появлению сами вот эти люди, которых вы сейчас видите на экране. Вот эти люди, вот сотрудники полиции, вот это духовное управление мусульман, сидит днем и ночью, у них в каждом отделе есть по 2-3 человека, об этом рассказывают непосредственно сотрудник, который непосредственно наблюдал и видел это. И я обязательно покажу с ним интервью вам, где он это будет сам подробно рассказывать. Но сидят и вербуют молодежь, рассказывают, как нужно отдавать свои жизни, убивать там кафиров там, и так далее, и так далее. Но давайте вернемся вот к изгнанию этих людей. Это показательный спектакль абсолютно невиновных людей. Их сын Зелимхан Бахарчиев, которого они обвиняют в том, что он стоит за этими терактами, что тоже не является абсолютно никакой правдой. Скорее всего, вероятнее всего, находится в Сирии. Мы знаем, много чеченцев уехало в Сирию. Относительно много, скажем так. И Зелимхан находился какое-то время в Турции, по рассказам. Я все это рассказываю из средств массовой информации. Информация взята мною из интернета. И
непосредственно с этими людьми я не знаком, но мне поступила информация, что этих людей собираются депортировать. И их вопрос уже в принципе решен. И эти люди, там две девочки, две девушки, две женщины и мать их, эти люди, которые здесь в Германии находятся, они не знали, как защищать себя. Вот вы сейчас увидите, я буду комментировать, чтобы не рассказать вам сейчас все. Расскажу вам Именно в поподробнее. селе вырос Зелимхан Бахарчиев, который в настоящее время воюет на стороне террористов в Сирии. Находясь там, он через социальные сети Вот это ближайшие родственники Зелимхана Бахарчиева. Вот то, что вы видите, стоит вот с тростью человек, которого их сейчас попросят покинуть свой дом. Они переедут в Ингушетию. В Ингушетии их тоже попросят, придут сотрудники полиции и скажут: покиньте и территорию Ингушетии. Эти люди потом переберутся в Калмыкию. И в Калмыкии вот этот человек уже второй раз в ссылке. Он родился, по всей видимости, в ссылке в Казахстане, судя по возрасту. И вот второй раз в ссылке, уже не возвращаясь, этот человек умрет и будет потом похоронен в Ингушетии. И это тело ингуши требовали убрать. Но мы не виним сотрудников, мы не виним ингушей, мы виним сотрудников полиции, все, кто работают на российскую власть и устраивают геноцид. Наравне так же, как мы виним кадыровцев, такие же являются и дагестанские, и ингушские, и другие остальные предатели своего народа, своих взглядов, какие должны быть у кавказцев. Мы свободная нация, мы кавказская нация, и мы должны быть абсолютно свободны от всех. Давайте послушаем дальше. завербовал молодых людей в Чечне и приказал им напасть на сотрудников полиции. Ответственность за этот поступок несут сегодня члены его семьи и родственники. К ним и участникам схода обратился богослов Магомед Хитанаев. Но он говорит, это должно, пока никто-то из вашего дома не умрет, никто не знает, пока его не коснется. Потом, когда уже их коснется, тогда только люди начинают проявлять какую-то активность. И говорит, это такая ситуация, все должны восстать, против вот этих людей, родственников. Прошу заметить, даже если же Зелимхан Бахарчиев и совершал бы эти террористические акты, родственники не имеют никакого отношения. По моей информации, которую я располагаю, которая заслуживает доверия, Зелимхан не являлся никаким организатором этих террористических актов и убийства вот этих 3 сотрудников полиции. Но обвинили не только Зелимхана. Было бы понятно, если бы там стоял бы Зелимхан, да, если бы это он, его бы изгоняли бы, да, или еще какие-то меры к нему применялись. Но это абсолютно инвалид. Дедушка стоят абсолютно невиновные люди, которых обвиняют вот в этом преступлении. Он говорит, нужно проклять этих людей. Мы должны увидеть его эмоциональное выступление, как он пытается завести толпу, но в основном толпа, как вы слышите, сейчас вы услышите, амин, то есть, когда он говорит, будьте вы прокляты, немного людей произносят амин. Состояние родственников пострадавших правоохранителей можно назвать оправданным гневом. События, произошедшие в конце прошлой недели, нанесли по этим семьям тяжелый удар. Они не в состоянии сдержать эмоций. Обращаясь к родным террориста-вербовщика Зелимхана Бахарчиева, они объявляют им кровную месть. Власть, духовенство и общественность республики на протяжении нескольких лет всячески... Здесь тоже очень важно отметить, и немецким представителям миграционной службы тоже было бы очень интересно знать. Есть такая процедура в чеченском законодательстве, как так называемая кровная месть. Но по-чеченски она называется чир.
Это принцип Талиона, это древний принцип, который соблюдается, в принципе, во многих, до сих пор соблюдается во многих уголовных законодательствах мира, стран разных. Этот принцип называется око за око, зуб за зуб. Да? Совершено убийство, в отместку совершается убийство. Выбит глаз, в отместку убивается глаз. Конечно, это все специальными процедурами регламентируется, это до совершения ответного действия. И это было сделано не потому, что чеченцы какие-то дикари и чего-то не понимают. Наоборот, мы намного более законопослушны и продвинуты в этом направлении, чем оккупанты, которые к нам пришли. Мы соблюдали законы, когда русские не соблюдают свои законы. Мы до сих пор соблюдаем свои законы, которые русские не соблюдают. И находясь в оккупации, другого выбора у чеченцев просто не было, чтобы провести такой нормальный, в сегодняшнем понимании, цивилизованный суд с документацией, с фиксацией всех данных по делу. Проводились слушания, но никогда не протоколировалось это дело. Да? Обязательно собираются люди, выносятся решения, есть определенные люди, о них все внутри нашего общества знают, куда, к кому нужно обратиться. Если не знаешь, ты обращаешься, ты выходишь на нужных людей, и проводится определенная процедура, судебное, можно сказать, разбирательство, которое выносит тот или иной вердикт. И потом уже родственники могут привести его в исполнение, сославшись на данное решение. И все это происходит много веков, и под оккупацией, я еще раз повторюсь, мы вынуждены не фиксировать все, так как это плачевно может сказаться вообще для самого этого, скажем так, подпольного института, который негласно действует в чеченском обществе и всегда действовал и будет действовать. И когда деоккупация произойдет, это подпольное перейдет в легальное положение, и чеченцы будут просто проводить обычные судебные разбирательства. И я хотел бы, чтобы без вынесения смертной казни, замена высшей меры смертной казни на пожизненное лишение человека свободы в случае особо тяжкого преступления. И стоит на что обратить внимание, Хитанаев и родственники стоят и говорят, мы объявляем кровную месть. Они здесь двое родственников, несколько раз, двое родственников об этом скажут, что объявляют кровную месть. Судя по внешности, там на фотографии стоит один из братьев. Один из братьев стоит, и это ближайший родственник, это дядя, отец, по всей видимости, братья двоюродные, родной, видимо. Кровную месть, имея такую возможность, они осуществляют совсем по-другому, абсолютно по-другому осуществляют. Сразу же забирается человек, особенно если это касается не родственника полицейского, а убитый полицейский, то моментально на законных уже, на их бандитских, террористических, российских законах, они захватывают человека, забирают, ликвидируют, просто убивают, приносят, кладут родственникам или вообще труп не отдают. Возбуждают дело, делают человеком все, максимум выжимают, и деньги с родственников берут, как только у них получается. И объявляя кровную месть, этих людей, как вы видите, отпускают, и сейчас некоторые из них находятся здесь, в Германии. И возникает тогда вопрос, если они виновны и им кровная месть полагается, то почему их отпустили? А потому что родственники убитых полицейских, которые должны привести приговор в исполнение, вердикт в исполнение, они не считают их убийцами. Именно поэтому их не убивают, а высылают. Тем более нападавшие тоже 3 или 7 человек погибли. 2 ранены, 2 погибли, там разная была информация, об этом мы сейчас тоже поговорим.
И здесь можно со всей уверенностью утверждать, что Зелимхан Бахарчиев не стоит за этими террористическими актами. И эта кровная месть делается для того, чтобы такой Зелимхан, такой человек по имени Зелимхан, который находится в Сирии, скорее всего, и это вроде бы не отрицается никем, даже, наверное, родственниками, нужен им, чтобы его запачкать, схватить как-то, чтобы его как-то в чем-то очернить, чтобы он был подан в розыск по всем мировым там службам розыска, такие как Интерпол, допустим. И эти люди высылают его родственника, не знаю, что он в Сирии, его объявляют в розыск, убивают молодых людей, которых держат в подвале. Об этом нам рассказывал Сулейман Гизмахмаев. Именно за то, что вот в 2016, потом уже 2017 году люди задерживались, пытались. Это все было вот такой конвейер по переработке, по убийству молодежи чеченской было. Мы об этом должны кричать, мы должны все время только лишь об этом и говорить, что Россия совершает геноцид, ФСБ совершает геноцид над чеченским народом. И вот этих людей выдворяют, и все, и их никто не убивает, кровная месть к ним не объявляется. Но сам факт того, что эти люди уже имеют такой бэкграунд, такую историю, нехорошую историю, что любые их вот этого Зелимхана сестры, братья, дяди, тети, они все уже как бы заносятся в такой неблагонадежный список для оккупационной российской власти в Чечне. И их жизнь в России, она невозможна в принципе. Если она и возможна, то она возможна только очень в тихом состоянии, да, чтобы нигде никак не засветиться и нигде не проявить себя, чтобы не попасть снова вот в этот механизм по уничтожению людей. Давайте дослушаем просто вот это проклятие, которое есть. Я вам расскажу само нападение, как это происходило и какая несправедливость к семье Бахарчиевых совершена только лишь из-за того, что их брат, что их сын поехал в Сирию воевать против Башара Асада, которого, между прочим, поддерживала Европа и Запад. И вот эту оппозицию против Башара Асада, когда начиналось, все поддерживали. Но потом это перевели, как мы все это прекрасно помним, чисто исламское движение, войну за религию и так далее, и так далее. Оставили на съедение, разрывают просто прекрасную эту страну. Давайте послушаем. Убийства. Однако в данном случае пострадавшим вряд ли можно отказать в моральном праве на такой шаг. Он говорит, они убили моего брата, говорит, из-за вашего грязного человека, или змеи, как можно выразиться, или грязного человека. Он говорит, он не говорит, это брат того убийцы, того убитого полицейского, он не говорит, что ваш брат приказал убить. Это очень важный момент, который нужно обратить внимание. Он говорит, по причине вашего брата. Но он не говорит, отдавал приказ. Потому что отдавал приказ было потом уже от новая версия вследствие, которой они потом сварганили эту версию. Отца 8 детей убили, говорит, по его вине. Я вам этого не прощу, говорит. Я клянусь Богом, говорит, я вам этого не прощу. Я вам это не оставлю. То есть он объявляет кровную месть им. 4 года заходил к нам. К нам заходил, кушал.
позвал, вызвал, позвони, помоги. Пришел помочь тот, которого вызвали, он взял его, ударил ножом. Зашел в дом, наставил пистолет на мать. В том доме, где он там, друг, где он кушал, где он гостил. Они кому угодно могут прийти. Тот человек, убивающий человека, который вышел из мечети, убивает, да, человек. Что это должен быть за человек? И мы им объявили кровную месть, он говорит. Это всего лишь слова. Если бы кровная месть была на самом деле объявлена, и имеется в виду, они хотели бы их убить, а не за то, чтобы просто их жизнь превратить в ад. Там такой важный момент, именно может показаться, что кровная месть объявлена, и им не объявлено не по-настоящему, им не угрожает опасность. Это тоже ошибочное суждение может быть, потому что их репрессируют, этих людей, но не убивают, хотя они находятся у них в руках, они их могут убить. Вот сейчас же забрать их и казнить, как они делали сотни и тысячи раз. Но они не убивают их, они говорят, мы вам объявляем кровную месть. Вот этот человек в том числе говорит. Но это не значит, еще раз, что этим людям не грозит опасность. Нет, наоборот, они лишаются всех своих дома, своего места проживания. Они выкидываются в Россию, по факту, и со своей страны. И куда угодно их отправляют. Просто не находитесь в Чеченской Республике. И вот такая вот ситуация. Ответственность за этот поступок я объявляю его родственники и члены семьи, считает общественность. По крайней мере, в том, что не углядели за своими детьми, не заметили, как они из простых подростков превратились в террористов и убийц. Жители пригородного... Здесь опять же стоит отметить, эти простые парни, которые превратились из подростков в террористов, накручиваются агентурой, которая действует здесь в интернете. Эти люди днем и ночью выносят мозг нашей молодежи. И нашей стороной, чеченской стороной, или же международными организациями не ведется работа по выявлению. Спецслужбы разных европейских стран, американские, английские и другие, я не сомневаюсь нисколько, просто под контролем держат, наблюдают в силу своих возможностей вот эту процедуру, процесс, который идет по уничтожению, массовому уничтожению чеченского народа. И никакие действия не предпринимаются. Но когда вот такое несправедливость отдельно взятой семьей происходит, идут на поводу и выдают, просят покинуть свою Германию и вернуться в фашистскую Россию, например, родственников этого Зелимхана, того же самого Зелимхана Бахарчиева. Говорят, они не хотят жить в одном селе с этими людьми. Вот, говорит, их надо выселить, это вот этот предыдущий, это тоже говорит, что наших друзей убивают. Этим ваххабистам нет места на нашей земле, этим шайтанам, говорит. Хотя планы бандитов... Акрашев Ахмед Алиевич, 97-го года рождения, молодому человеку 19 лет. Подготовки более крупного теракта и были сорваны благодаря операции. Раненые, вот увидите, одна девушка и два парня. Затем эта девушка тоже была убита ими. Она была раненая, была в больнице и так далее. Здесь можно много еще рассказывать, я вам сейчас это все подробно расскажу, потому что я постараюсь связаться с семьей Бахарчиевых. К сожалению, у меня пока нет контактов. Я просто получил из третьих рук информацию, что их депортируют. И постараюсь, если они не побоятся, конечно, взять у кого-нибудь из них интервью, если их еще не депортировали. Так, далее, с чего это все началось, я вам хотел рассказать. Эти кадры вы тоже все видели.
чеченцы имеется в виду снова, перестрелка в городе Джохаре 17 декабря 2016 года. Расстреливается машина. Представляешь? И вот вы видите фашистский флаг. Под этим фашистским флагом и творятся все добро. Кто-то там рассказывает о каком-то чеченском режиме, кадыровском режиме, какие-то ублюдки. Хватает наглости, абсолютно нагло переводить это в чеченизацию конфликта. И кому-то может показаться, ну хотя бы уберут Кадырова и хорошо и так далее. Это является таким же предательством всего того, что заплатил чеченский народ. И самое главное, ничего не изменится с изменением Кадырова, потому что убивает Игоря Хвостикова, людей убивают. А Кадыров это всего лишь инструмент в руках этих Игоря Хвостиков. Короче, я что плачу, что... Здесь сейчас будет сбить сотрудник полиции, который попытается остановить машину. Мы не знаем, что произошло в этой машине. Мы не знаем, от чего бежали эти молодые люди. Бежали ли они, с ними была девушка, бежали ли они там из-за какой-то неразделенной любви, совершили ли они еще какие-нибудь действия, или они были идейными противниками вот этой оккупационной власти. Вот сейчас нападение собьют полицейского, и он останется жив. За него особо не волнуйтесь, он остался жив. Вот далее. После вот этих событий, которое произошло, начали усиленно раскручивать ситуацию, что это был ИГИЛ. Обязательно нужно было сообщить, что это был ИГИЛ, так как нужно было этих ребят абсолютно сделать виновными. Абсолютно. Мы не знаем, что там было на самом деле. Было ли у них вообще оружие, была ли это запись. Мы помним вот с братьями Чемурзиевыми и ингушами, которых вот убили в прошлом году или в этом году в центре оккупированного Джохара, что эти ребята состоят в ИГИЛ. И была сделана фотография, где они там с ножами стоят на фоне вот этого игиловского флага. И за 5 минут буквально с телефона я то же самое сделал, там Кадырова и Путина, по-моему, сделал вот на этом же фоне. И быстро это можно делать, если у вас есть фотографии, а в уголовных делах они всегда имеются. Или если есть какие-нибудь там семейные, быстренько, если долгое время не показывалось видео о нападении и так далее. И тогда они слепили вот этот ролик, вот эту фотографию, и Чемурзиевы как бы были признаны убийцами, террористами, но их тела потом выдали родственникам в Ингушетию для захоронения. Хотя террористов тела не выдают обычно, но их выдали. И вот что произошло тогда, после этого нападения. Нападение, об этом сообщает лживый античеченский, антикавказский, кавказский узел ЕУ. Обратите внимание, очень много такой информации, хотя она тоже полезна, что это фиксируется. Но при всем при этом это такой лайтс-версия оболванивания нас. Называя нас всех игиловцами, там, террористами, каратистами и так далее. Ну а некоторые полезные из нас тоже поддакивают этому и способствуют вот этой пропаганде. 20 декабря
Сейчас, одну минутку. Я вам зачитаю. 20 декабря 2016 года ИГИЛ взяло ответственность за нападение в Грозном. Нападение на полицейских и перестрелки в Чечне 17 и 18 декабря организованы боевиками ИГИЛ. Говорится в заявлении запрещенного российским судом и признанной террористической организацией Исламского государства. Кавказский узел информировал, что в Грозном действует режим КТО. В результате перестрелок в центре столицы Чечни вечером 17 декабря и у блокированного дома 18 декабря, частного дома на окраине города, блокирован днем 18 декабря частного дома на окраине города, были убиты 7 предполагаемых боевиков, 4 задержаны. В результате их нападения на полицейских погибло 3 человека, 1 получил травмы. По данным силовых структур, вечером 17 декабря были убиты Ислам Альтимиров, Саид Ибрагим Исмаилов, Магомед Ильясов. В числе убитых днем 18 декабря были Ибрагим Мажаев, Хамадхан Минтаев, Истамул Мамаев и Ахмад Акрашев. Заявление Исламского государства, признано в фашистской России такой же террористической, как она сама, в том, что она берет ответственность за нападение на полицейских в Грозном 17-18 декабря, опубликовал 19 декабря ресурс СТЕ Intelligence Group. Ну, это игиловская вот эта бандгруппа. Некоммерческая организация, зарегистрированная в США, отслеживает... нет, я путаю, это тот, кто отслеживает. Активность террористических группировок в интернете, пишет сегодня 20 декабря Коммерсант. Сайт Intelligence Group — это мониторинг, это, видимо, уже американские спецслужбы мониторят вот за этими игиловцами. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что задержанные предполагаемые боевики признали связь с ИГ. Задержанные дают показания, что приказ на совершение в Грозном тяжких преступлений они получили от идеологов терроризма, находящихся в рядах и близкого государства. Так Кадыров называет ИГ, мозги молодых людей одурманены пропагандой в сети интернет, написал он в Инстаграм. Комментарии от задержанных или их представителей относительно обстоятельств допроса причастности к ИГ. Пока не поступало комментариев. Так, далее. После вот этого нападения и взятия на себя ИГИЛ, у Кавказ Реалии в 2016 году, 21 декабря, появился ролик, в котором задаются резонные, на мой взгляд, вопросы. И давайте посмотрим, какие вопросы задают Кавказ Реалии, потому что мы все прекрасно знаем, что Игорь и Хвостиковы убивают людей массово, и эти Хвостиковы не в первый раз совершают вот эту имитацию нападения. Хотя какое-то нападение или какое-то действие, вероятно, возможно, раз есть гибель. Если, опять же, это правда, потому что верить российским пропагандистам ни в коем случае нельзя. Но если даже исходить из этого, 2 сотрудника погибли, 1 или 3 погибло. Позже, по-моему, еще 1 скончался. Давайте послушаем, что говорит Кавказ Реалии. ИГ объявила ответственность за нападение в 2017 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном их представителям. Но сообщение есть детали, которые указывают на непричастность ИГИЛа к этим событиям. Ляп-1. Несколько воинов. ИГИЛ не знает, сколько воинов халифата участвовало в вылазке в центре Чечни. Ляп-2. Несколько убитых и раненых. ИГИЛ не знает. Сколько отступников. Это разбор вот этого заявления так называемого ИГИЛ, за которыми, я не сомневаюсь, стоят иракские спецслужбы и, конечно же, российские спецслужбы. Несколько убитых и раненых, сообщает ИГИЛ. ИГИЛ не знает, сколько отступников полицейских убили или ранили его воины. Ляп-3. Операция воинов халифата продолжилась 2 дня подряд, сообщается. ИГИЛ не знает, что первое нападение солдат халифата, так называемого, начались и закончились вечером 17 декабря.
18 декабря это была уже операция силовиков, и воины пытались скрыться. Ляп 4. В столкновениях использовалось различное оружие. ИГИЛ не знает, чем сражались его воины. Это все вот вырезки из игиловского вот этого объявления, что они взяли на себя. Ляп 5. Данное сообщение не содержит молитв о павших воинах, вроде «Да смилуется над ними Аллах». Тоже очень интересно, да, если вы посылаете людей умирать ради Бога, во имя Бога, то, конечно, и у них вот вся эта риторика построена, вот больше, чем больше ты скажешь вот этих слов, тем ты больше приближаешься к Богу. Но тут они не говорят ничего. Странно. Ляп 6. ИГИЛ даже не знает имена своих воинов. Вы видите, да, это Кавказ Реали, это не я говорю. То есть на самоубийство отправляются молодые люди, и воины, которые вот это государство, халифат, он не знает, как даже имена тех, кто идет. Не называют, просто воины их называют. Так можно брать любое, ну как и положено. И опять же, я абсолютно убежден, что там совсем другая вообще ситуация, чем нам тогда преподнесли, и пострадала семья Бахарчиевых. Может, ИГИЛ никогда не указывает такие детали. Вот так ИГИЛ объявила ответственность за нападение в иорданском Караке, которое произошло 18 декабря, то есть на второй день 2016 года. Подробность номер 1. Брат Абу Садык Аш-Шами, да примет его к себе Аллах. То есть ИГИЛ знает, сколько воинов участвовало, один брат, как его зовут, Абу Садак, и откуда он, из Шама он, из Сирии. И молится за него, да примет его к себе Аллах. Вот за этого человека молится. Уничтожены ранены десятки склад с оружием и броневика, и 4 броневика. ИГИЛ знает о трофеях. Подробность 3. Он взорвал мотоцикл, начиненный взрывчаткой. То есть ИГИЛ знает, чем сражался их брат, так называемый. Вчера после преследования и так далее брату удалось, или четко называет дату, ИГИЛ знает, что происходило с братом до того, как ему удалось и так далее, и так далее. Короче говоря, вот такая вот ситуация разворачивается с этим делом. И вот непосредственно убийство вот этих молодых людей, уже которое совершалось вот эти 2 дня, 17 и 18 декабря 2016 года. Это новая инсценировка, новый спектакль. Они опять убивают здесь людей. Assalamu alaikum, dele salam ma salam sabu so was izabos you can't catch back urus at ta'wini wajh shu wa gard ala hay iyo khari yamar Здесь стоит отметить то, что говорит Кадыров. Он говорит, что один ткнул ножом, полицейского убил, пырнул ножом, а второй зашел и забрал из его дома табельное оружие. Вот мы не можем это позволить им делать то, что они хотят, и так далее, и так далее. Говорит. И на этом вот это все преступление заканчивается. Неизвестно, может это как с братьями Тимурзиевыми было, которых убили в Джахаре. Может быть, они 4 года были знакомы, может быть, это был обычный конфликт. У них рассорились, этот его пырнул ножом, пошел домой, зная, что уже ему не жить.
да, как, ну, неизвестно, что там было, можно гадать о чем угодно. Зашел в его дом, взял оружие, вышел, дальше начал что-то делать, пытаться делать, и вот был убит. Или же был сразу же задержан, и вот сейчас мы видим инсценировку, как уже убитые они лежат, их могли задержать, переодеть, ну все что угодно. Вот это много-много раз делалось, много-много раз. Вот этими российскими подрусскими это много раз делалось. Поэтому нету ни малейшей веры тому, что говорят вот эти. Надо избавляться от нечисти, так сказать. Вы от хабарти зархи, вы из карабага, тархи, вы из ракету, это прямо дает сломать. Так, далее я вам еще покажу. Ну, уже в принципе я и так все показал. Можно то же самое посмотреть на других каналах. Я бы хотел бы вернуться к той ситуации, которая разворачивается вот именно с семьей Бахарчиевых. Они сейчас, одну минутку. Так, чтобы видеть ваши комментарии. И вот, несмотря на это, эти люди, возвращаясь с той ситуации, которая произошла вот с их семьей, вот это все события произошли. Назвали виновного Зелимханом Бахарчиева. Его семья, неизвестно, жив он или нет, скорее всего, кажется, не знаю, скажется, его уже нет живых, Зелимхана. Но что происходит дальше с его семьей, с его родственниками, их депортируют, их выселяют из своих домов, что является абсолютно незаконным, тем более эти люди не виноваты. Ну, даже если бы Зелимхан был виновен в этом, это незаконно преследовать кого-либо. Ну, русские так делали сотни лет на Кавказе и продолжают делать сейчас то же самое. И сейчас здесь они попросили убежища. Люди, я как человек, который сюда приехал и не знаю языка, не знал языка, даже вообще никогда не учил немецкий язык. И если бы мне бы не помогали бы, я бы не справился бы с этим. Но я имел какое-то представление о том, как нужно себя вести, защищать свои права здесь. Соответственно, я все правильно сделал и выиграл сразу же, без суда, я сразу же получил разрешение остаться здесь. Люди не всегда знают это. Их в этом винить ни в коем случае нельзя. Тем более есть много вот этих переводчиков, которые занимаются просто вредительством, самым настоящим вредительством. Русские, армяне есть переводчики, которые могут где-то в нужное время вам не сообщить даже по времени. Да? Та процессуальная сторона вопроса, которая влияет не меньше, чем фактическая сторона, бывает причиной того, процессуальная, то есть сторона, даже если у вас фактическая сторона очень полностью исчерпывающая, дающая полностью основание вам остаться, получить политическое убежище в европейской стране. Несмотря на это, если вы нарушаете процесс, а это неоднократно происходит, люди просто не знают, они думают, отдал документы, о нем все беспокоятся, у него все нормально, ему когда прийти скажут, когда уйти скажут, и люди расслабляются. И этим не нечистые на руку или нечистые на сердце, скажем так, люди в миграционных службах этим пользуются, злоупотребляют и наносят вред тем соискателям убежища. И вот было совершено нарушение, и теперь семья Бахарчиевых должна покинуть Германию. Вы видели всю эту историю, которую я вам рассказал. Они реально депортированы, реально им некуда возвращаться, у них нет дома, у них нет ничего. И их дети, даже женщин дети, парни особенно, они подвергнутся рано или поздно насилию. И тут уместно вспомнить выдачу Хусейна Гадаури, который был
депортирован в 2020 году, Гадамаури, извиняюсь, был депортирован в 2020 году из Германии, и, точнее, в 2017 году он был депортирован, в 2020 году он был убит. Был он выдан России немецкими властями под гарантии России. И эта Россия его убила. И теперь выдаются эти люди. Я вообще обратил внимание в последнее время, что очень много такого предвзятого отношения я вижу, слышу точнее. К себе я не испытывал никогда, ко мне было всегда очень подчеркнуто корректное, очень вежливое отношение, очень гостеприимное отношение со стороны немецких представителей власти и органов. Но я слышу такие вещи, типа, ну давай убирайся, ты язык не выучил. Вот моему одному знакомому говорят, ты не выучил язык. Этот человек приехал сюда, получил по болезни, там, какую-то инфекцию подцепил, и из-за этого лечили его неправильно. Ему там назначили какую-то депрессию, что вот просто депрессия, психологическая травма, психологическое состояние такое. А реально оказалось, что в нем инфекция какая-то очень опасная, очень страшная, что люди чаще гибнут от этой инфекции. И уже когда ему уже было вообще плохо, он уже сгорал полностью, его просто отдали, врачи нашли, другие врачи нашли причину, установили правильный диагноз, и его сейчас вылечили. Но за это время он не выучил немецкий язык, а после, как известно, 30-40 лет его учить очень трудно. Тем более, если у вас нет общения как такового, да, очень сложно выучить язык. Какие-то курсы ты проходишь, я, например, проходил курсы, сдал экзамены, но когда нет общения, твой уровень, ты просто должен по несколько секунд вспоминать каждую фразу, каждый глагол, каждое слово, чтобы хотя бы понять, что тебе говорят, и потом как-то пытаться что-то ответить. Для этого нужно общение. Его нет, вот просто его физически нет у людей. Мы находимся в своем социуме. И вот этого человека ему говорят, и вот он мне говорит, я знаешь, что подумал? Сегодня у меня с ним был как раз разговор. Он говорит, знаешь, что я подумал? Когда вот я пришел туда, мне сказали, готовься, тебя депортируют. Я говорю, меня там убьют, меня там будут пытать. Он говорит, они даже на это никак не обращают внимания. Им вообще все равно. Да, видимо, кто-то врет, или такие сердца у этих людей, такие зачерствевшие, что говорит, да, нам все равно. Но это правда, этого человека я знаю, это другой человек, не Багарчиев, а другой. Это мой знакомый. И ему реально угроза там. Здесь стоит выйти на митинг, тебе уже угроза. Стоит только в Ютубе что-то заявить, тебе уже угроза. Тебя убивают, открыто уже призывают убить, наказывать. Ну как такое возможно? И вот ситуация, ему говорят, покиньте. И он говорит, у меня сложилось впечатление, говорит, когда мне сказали, покиньте. Я вспомнил евреев, говорит, в 40-х годах, 30-х годах, которого готовят в концлагерь, а потом в печь. Только они сейчас не сами сжигают, а отдают. А отдают кого, он говорит? Того, кто не знает язык, который не приносит им пользу. Стоп! Международная конвенция о статусе беженцев не говорит о том, что мы должны выучить язык. Хотя, конечно же, его нужно выучить. Но это не указано в законе. Статус беженца предоставляется, и если вы преследуетесь по политическим, иным, религиозным, иным мотивам, но за то, что вы не выучили язык, вы там где-то совершили какой-то проступок, вас туда выдавать нельзя. Это нарушение международной конвенции. Это нарушение основных прав, на чем держится Германия. Гуманности, справедливости и так далее, и так далее.
Нельзя говорить о гуманности, если такое обращение. Ты не выучил язык, тебя нужно депортировать. Я политически, меня преследует, говорит человек. Ну что я не выучил язык? В Международной конвенции о статусе беженца не прописано, что нужно за определенный срок выучить язык. Здесь русские живут по 20 лет, по 30 лет живут и не знают немецкого языка. Справками, что они евреи, что они там немцы приезжают сюда и живут. Они не говорят, они живут в своем социуме. И вообще им не нужен немецкий язык. Почему так происходит? Я постараюсь выйти как-нибудь, у меня есть контакты, выйти с семьей Багарчиева на связь, обязательно подниму этот вопрос, потому что этим людям реально угрожает там опасность, и у них нет никакого будущего в России. И хотя, конечно, в этой ситуации им помочь очень трудно, но я обязательно буду об этом говорить, я буду привлекать внимание к этой проблеме. И сделаем так, чтобы максимально облегчить им их тяжелое положение, в котором они находятся. Вот что я хотел сказать. Баркал Масальна. Так, давайте я почитаю ваши комментарии и много что еще можем поговорить. Так, Хамзар Гила однозначно сам. Нормально. Фриман антиподидез. Игнорирование Западом положения мирного населения Чечни косвенно носит вклад в уничтожение чеченского народа. Хватит обходить юридическую историческую причину российской войны в Чечении, говорит Фриман антиподидез. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Джахар Дуда, ассаламу алейкум, салам. Так, а эта семья не может переехать в другую страну, которая не выдает беженцев? Например, Польша. Не слышал, чтобы выдавала чеченцев РФ. Польша не запускала к себе со стороны Белоруссии чеченцев. Это очень большой урон наносит этим самым. Хотя, опять же, вся проблема в том, что мы не консолидированы как представители отдельного государства, определенного государства. Мы позволяем нами вот так разбрасываться. Ни наше правительство, ни кто-либо другой не заявляет о том, что у нас есть проблемы. Отдельные люди об этом кричат, и на этом все заканчивается. Но под видом вот этого потока беженцев запускаются сюда агенты, которые нигде не зарегистрированы, он может заехать, совершить убийство или какой-нибудь террористический акт и выехать. И мы это тоже должны понимать. Мы не можем требовать, конечно, больше от стран, которые нас принимают. Да, у них другой выбор поехать в другую страну и там попробовать об этом попросить заново. Ну, это огромная проблема. Если вы только представляли, вот кто здесь не бывал, кто не знает эту процедуру, это очень большая проблема. Приехать сюда, оказаться абсолютно в чужом месте, в чужой стране, не зная вообще языка. Люди, которые не выезжали из своих населенных пунктов, оказываются здесь, которые даже по-русски говорят плохо или вообще не говоря уже там прочитать какой-нибудь документ, даже на русском. И возникает ситуация, когда у людей стресс, депрессия, люди просто сходят с ума от этого. Это очень большая проблема. Так, вообще государственное дело это очень сложная вещь, поэтому тут нельзя все так просто ура вперед и все головой надо думать.
Так. Наталья, можно ли пойти в посольство Турции в этой стране и просить убежище? Уйгурку, выдворенную, оставили в Анкаре, сразу выдав ей паспорт, чтобы не выдавать в Китай. Это очень хорошая идея, Ната. Это очень хорошая идея, и я думаю, им стоило бы воспользоваться этой идеей. Ну, к сожалению, у меня нет с ними связи. Спасибо большое. Я думаю, это хороший выход для всех, кто хотел бы, боится, что его выдадут, пройти в то же турецкое посольство и попросить там убежище. Также можно в любое другое посольство войти и попросить. Но опять же, это большая процедура, это очень сложно, особенно если у вас маленькие дети, нет поддержки, вам никто ничего не объясняет. Вот эта бюрократическая система в Германии, она намного сложнее там даже, чем в России. Мне даже кажется, в России вот эта бюрократическая система вот этого одного окна в последнее время, она была намного проще, чем то, что здесь происходит. Здесь просто можно утонуть в бумагах. Но вот такая система. Ее нужно изучать, если хочешь остаться. Я задавал вопрос о Международной конвенции о правах беженцев. Я вот не видел, Виктор, этого вопроса. Резбибос, эти наши братья-мусульмане даже визу не дадут, которую дали немцы. О какой помощи в войне можно говорить? И это тоже правда, хотя турки ведут себя немного по-другому, скажем так. В этом плане турки намного лучше себя ведут. Так, сейчас я вернусь. Я хотел вам показать одно видео. Так, сейчас одну минутку тогда. Вот я вам хотел показать видео взрыва автобуса на остановке в городе Воронеже. Произошел взрыв. 2 человека, 2 женщины погибли, по-моему, или одна погибла, одна ранена. Ну давайте послушаем. Я только недавно услышал эту новость. У російському Воронежі на зупинці громадського транспорту рвонула маршрутка. Одна людина загинула, ще 18 поранені і травмовані. Момент вибуху зафіксували відеореєстратори. Як повідомили в міському департаменті охорони здоров'я, померла жінка, якій відірвало ноги. В інших опіки, забої, перелами і колото-різані травми. 3 людей у тяжкому стані. За попередніми даними, розірвалось газове обладнання, встановлене без дотримання норм безпеки. Але за іншою версією, в автобусі газу не було і за паспортом він дизельний. Слідчий комітет відкрив кримінальне. Так, по всей видимости, это мог быть взрыв, и это готовится новая волна терактов, или же на самом деле это взрыв газового баллона. Посмотрим, как это будет развиваться. Посмотрим. Да, и, по-моему, Шмулевич немножко выпил, по всей видимости, и несет не очень хорошие вещи, поэтому, пожалуйста, на время его исключите. Я тебя вот за то, что ты там временно исключаю тебя, Исаак Шмулевич, из общения. Подумай над тем, что ты пишешь. Реально тебе правильно говорят, здесь смотрят дети, здесь смотрят старики. Ты хоть и
наполовину чеченец, наполовину еврей, это нисколько тебя не освобождает вести себя прилично в любом обществе. Тем более, я думаю, ты знаешь наши правила, что так нельзя себя вести. Резби Босс, не знаю, когда мы воевали, никто нам не помог и никто не встал рядом с нами. Наоборот, помогали русским. Так что для меня нет никаких союзников, и их я не увидел тогда, и сейчас пусть идут куда подальше. Так, Исаак, придержи коней, говорит Хамзат. Как найти? Это что за брак? Почему? Это заблокировали уже. Ага, модеры уже. Да. Так, как найти? Аслан, ву, дюненного адекватно, дуйгает рехташ. А тут чат делает так, что работает. И я не понимаю, почему модеры сразу не тормозят таких. Поэтому я говорю, блокируйте таких. Интердол, Тинго, контроль. Либо дайте мне модерку. Так. Так что вот так вот. Сейчас тогда я вам... Кстати говоря, я понял, вернее, мне рассказали, как происходит система. Давайте я вам раскрою один секрет, который мне рассказали. Смотрите, для того, чтобы канал не развивался, я вам об этом говорил, постоянно сообщаю, что мой канал атакуется, вы сами это видите. Убираются комментарии, которые вы пишете, даже я, который пишу. Происходят разные вещи на моем канале. Иногда я не могу загрузить сообщество, какую-нибудь фотографию или информацию. Иногда я не могу поставить лайк или уведомление, чтобы включалось. Ну вот много таких вещей происходит на канале. Но одна из таких вещей, когда я вам говорил, там, где вот у меня в день 30-40 человек добавляется и столько же убирается. Иногда это было 20 человек, иногда это было больше, иногда это меньше. В день происходит вот такая вот странная вещь на моем канале. Добавляется 30 человек, допустим, и сразу же они потом убираются, эти 30 человек. Это делается для чего, я вам сейчас расскажу. Это делается для того, чтобы показать алгоритму Ютуба, роботу Ютуба, что этот канал не интересен. 30-40 человек, это может быть 2-3 человека, у которого несколько вот этих аккаунтов с разными своими этими устройствами, с которых он заходит. Он заходит, подписывается на мой канал и сразу потом отписывается. Заходит на канал, включает мое видео и буквально за секунду-две сразу выходит. Меньше 10 секунд это должно быть. Он зашел, включил видео и сразу вышел. И одновременно с этим идут жалобы, что это неинтересно, неприемлемый контент, там, вам это не нравится и так далее. И YouTube, сразу же, робот YouTube обращает внимание, что зашло 30 человек, и они сразу потом отписались. Все, неинтересно. Зашли люди с разных аккаунтов. Заходит, посмотрел несколько секунд, сразу вышел. Поставил дизлайк или не ставил дизлайк, или же написал жалобу уже дальше. И вот вроде бы законными методами они сажают канал таким образом. Когда YouTube видит, что это видео неинтересно, люди заходят и сразу из него выходят. Это дает понять роботу YouTube, что это видео отторгается зрителями, неприятно на зрителями, и оно уходит вниз, оно не выставляется другим пользователям, другие, чтобы люди увидели это видео. Вот такими относительно законными или легальными методами они влияют. Ну, удаление комментариев, удаление разных функций на моем канале, это уже
из области хакерства, это уже посложнее. Но вот именно таким способом мне рассказали, что мой канал, в том числе мой канал, подвергается вот этой атакой. И вот сейчас вот это прибавление, добавление сейчас сошлось, почему-то на минимум сошло. Не знаю, с чем это связано. Сейчас добавляется там 10 человек, и где-то 10 убирается. Это, в принципе, может даже один человек, если у него есть устройство достаточно, он может как-то наработать это. Даже это может делать тоже робот, да, тоже пишут программы, как-то это все можно организовать, что вам даже не придется самому это все делать, просто вводите программу, он заходит, выходит, заходит, и так роняет канал. Ну вот, вот так происходит. Так. Давайте почитаю ваши комментарии. Мне приходится копировать весь текст, прежде чем оставить комментарий, потому что раз 10 приходится повторять из-за того, что их удаляют. Когда ты копированный текст забрасываешь, он у меня тоже не проходит. Это уже может быть связано с тем, что ты можешь как рассылку везде делать. Поэтому, или ты имеешь в виду, когда ты текст напишешь, просто чтобы он не потерялся, ты его скопируешь. Я тоже иногда так делаю. Автобус был дизельный, говорит Асланбек Тутаев. ФСБ взорвал его. Предвыборная кампания. Да, как бы, скорее всего, так и есть. Начинаются выборы в Государственную Думу фашистской России и начинаются теракты. Воронежцы, которые с удовольствием ездили убивать чеченцев, провожали всем людям. Теперь их женщины гибнут в автобусах. Вроде бы уже всех чеченцев убили, уже убивать некого, и все равно у них происходит взрыв. Что-то не так у воронежцев и у россиян. Что-то не так. По всей видимости, Курочкин добрался, Курочкин, говорит, Хостиков добрался. Игорь Хостиков добрался уже до этого. Так, давайте дальше. Все, я слушаю, Астан, не мешайте мне. Все, я слушаю. Хамзат Гилаев, а почему не сказали, что этот автобус чеченцы взорвали? Обидно, понимаешь ли? Ну да, хоть один раз про нас не скажут. Так. Воронежу опять досталось. Да. Кремль наверняка усердно ищет врагов, желательно слабых. Говорит как-нибудь. Да. Так. Я бы вам хотел показать события, происходящие в Сирии, происходившие в Сирии, когда русские просто стирали, они, наверное, думают, что это им сойдет с рук, и что сирийские арабы, сирийские люди, арабы, мусульмане, да и вообще люди во всем мире, и в том числе и на Западе, которые все фиксировали, все наблюдали, забудут русским, простят это русским. Нет, это не так. Все, что делает сейчас Россия на виду всего мира, когда есть интернет, это все сохраняется, и всегда русским это будут предъявлять. И потом не стоит обижаться и удивляться, почему нас не любят, почему нас гонят отовсюду и так далее. Когда ваши люди убивали ни в чем не повинных мирных граждан в Сирии, в войне, которая вообще не имела к вам никакого отношения, только лишь для того, чтобы сохранить у своего друга, через которого продается оружие, Башара Асада, через которого с советских времен давным-давно уже продается оружие в арабский мир, на восток, и для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, была начата вот эта кровавая очередная путинская операция. Давайте посмотрим, как это было.
Вы видите точечно, как наносятся именно по скоплению боевиков и террористов, как русские наносят удар. Ковровая бомбардировка целого города, населенного. Да, без сомнения, это Холокост Алеппо. Без сомнения, то, что они там творили. И обязательно это вернется. Обязательно. Кстати говоря, прочитал тут в Фейсбуке, что Apple исправил на украиноязычных картах Республику Ичкерия на Чечню. Тоже вам стоит сообщить. Недолго музыка играла, недолго Apple танцевал. Не хватило духа продолжить. Но то, что сделано, то сделано. И заявка была сделана очень хорошая. Спасибо всем, кто приложил к этому руку, мысль, словом, делом. Огромное спасибо. Ичкерия есть, была и навеки вечная будет. Вне зависимости, что будет написано на картах Google или еще где-то. Ичкерия здесь. И она всегда будет. Так. И тоже хотелось бы сказать одну вещь, которую я упустил в прошлый раз в своем стриме. Это смерть Сергея Адамовича Ковалева, диссидента времен СССР, первый уполномоченный по правам человека Российской Федерации. Пожалуй, это был единственный человек, который защищал права человека не по должности, а по убеждению в России. Вот давайте вспомним Сергея Адамовича Ковалева. Я этого человека помню в 1994 году в подвале президентского дворца, когда, по телевизору, когда он приехал с другими представителями демократической части, нормальной части российского общества и призывал прекратить войну. Он находился под бомбежкой. Мне казалось, что этому старику нужно, зачем он так рискует собой, зачем он сюда приехал. Это было очень важно тогда для нас. К сожалению, больше мы не слышали никаких дальше слов, дел, после того, как он уже не был уполномоченным представителем по правам человека. Но, опять же, имел такой авторитет, и когда творился геноцид, так называемая Вторая русско-чеченская война, хотя это, можно по факту сказать, одна целая большая война, тогда он и такие, как он, уже не говорили ничего в поддержку. Но этому есть какое-то объяснение, то, что мы начали строить халифат, а халифат поддерживать не надо. Ну, тогда правозащитникам лучше себя называть не правозащитниками, которые по убеждениям защищают, а демократическими правозащитниками. Или только лишь демократическими, только демократов защищают. Хотя на самом деле мы государство строили только демократическое, конституция у нас в соответствии с нормами международного права. И все, что нам навешали,
это вот именно то, что вот сейчас мы пытаемся себя скинуть, вот вылезти из этой тонны лжи и грязи, которые на нас навалили. Мы пытаемся освободиться и сказать, что мы такие же полноценные, цивилизованные люди, которыми являются большая часть в этом мире. Россия, кстати, к этому не относится никак. Так. Амзар Гилаев нас еще будет просить, чтобы мы кого признали. Шадик Аллах карадут ури Бог, да, муладир караду шадига. Он... Так, друзья, я думаю, на этом наш стрим можно завершить. А если есть какие-то вопросы, задайте, и я уже думаю, можно завершать. Ага, пришел здесь забаненный, ранее мной забаненный. Видите, у него ник ГДНДН. Заблокирован модератором, снова заблокировал его. Ты мне не дал прочитать его комментарий. Иногда нужно напоминать. Он Ахмад Сила говорит, Рамзан Грозный, чеченский народ неразлучный. Да. Ахмад, знаете, я чуть-чуть тогда расскажу сегодня свои мысли, которые у меня возникли сегодня. И по поводу вот этот Ахмад, там, туда-сюда. Это было связано с тем, что один есть блогер, который начал рассказывать, что вот ему говорят, ты за Кадырова, ты предатель, там, туда-сюда. И он рассказывает тут их правду, свою правду. Ну, нужно обратить внимание, что эти кадыровцы, их много, на самом деле, подрусские все. Они очень упакованные всегда бывают. Ну, в жаргонном лексиконе, если говорить. Очень финансово состоятельные. Ну, относительно, конечно, не все. Но по сравнению с другими представителями нашего общества, они почему-то странным образом все на хороших машинах, хорошо одетые, хороших тачках. Почему-то никто не любит Россию просто от души за бесплатно у них. Нет таких. И вот он рассказывает, что Ахмад Кадыров перешел на сторону русских, чтобы спасти чеченский народ, и так далее, и так далее, и так далее. И с этим можно было бы отчасти согласиться. Ведь Ахмад Кадыров, как нам рассказывали, да, и мы видели некоторых, что он там против Кадыров, что против он ваххабистов выступал, что вот он против это радикальное течение, и так далее, и так далее. Если бы мы не знали подноготную Ахмада Кадырова, и если бы мы не знали, как действуют российские спецслужбы, они с этой стороны создают одних, с другой стороны создают других, и их стравливают, и как контролируют весь этот процесс. И он рассказывает, что он был против ваххабистов, и ну, нормально, да, если у тебя какие-то взгляды с этим расходятся, что вот там, что есть, то есть. Но возникает тогда вопрос вот, кадыровцам, и вы говорите, что он там спас, там, и так далее, и так далее. Почему противник ваххабистов Ахмад Кадыров перешел на сторону русских не после смерти? Было бы понятно, если бы даже Масхадов сдался. Спасти народ, прийти какие-то условия соблюсти там и так далее, договориться как-то. Это можно было бы как-то объяснить. Можно было бы объяснить после гибели Аслана Масхадова, его окружение, кто-то посчитал сопротивление бесполезным и сдался. Это тоже можно было бы объяснить. Но Кадыров Ахмад еще во времена Ичкерии тайно от Масхадова летал, встречался с русскими, об этом узнал Аслан Масхадов, об этом, это исторический факт, об этом узнал Аслан Масхадов, и его за это отчитал. По одной версии даже ударил. Но Хусейн Исханов сказал, что это неправда, его не бил никто, что его отчитал, как ты посмел там встречаться и так далее.
Зачем муфти ездил, встречался с русскими? Это тогда уже было основанием возбудить дело и привлечь его к ответственности. Я не знаю, чем занималось наше правительство, но что было, то было. И когда еще Масхадов был жив, Ахмад Кадыров говорил: я человек, не буду сейчас говорить, а то опять вырежут, вот этого террориста в Кремле, и я горжусь этим, говорил Ахмад Кадыров, что он является человеком Путина, он этим гордится. И вот возникает тогда вопрос: живой Аслан Масхадов, президент, всенародно избранный, а ты за русских, как это так ты спасаешь чеченский народ? Как? Да. Почему ты его не заблокируешь, Чинго? Почему ты его не блокируешь? Так, вот, ну вот такая вот ситуация получилась. И они нам пытаются рассказать: нет, совсем было не так. Да, ваххабизм, который у нас дома был, это без сомнения была целенаправленная чья-то работа. И я считаю, и на это есть очень весомый аргумент, это были спецслужбы России, именно России. Там могли быть и иностранцы, другие, в том числе Саудовская Аравия могли действовать пакистанские спецслужбы, которыми также заигрывали, что не следовало ни в коем случае делать. Но вот вся эта литература, все это брошюрки, которые нам засылались вот этим ваххабизмом, под видом этого ваххабизма, они были на русском языке. И вот эта ситуация, возглавляемая сам Кадыров с советских времен, как правильно говорит Хамзат Гилаев, завербован был еще с советских времен, когда он учился в этом своем медресе в Бухаре, это человек гибни, и ваххабизм, который засылается, и Кадыров Ахмад начинает выступать против этого ваххабизма, обосновывая это религиозными там разными доказательствами, что их пророк сказал убивать там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому такие вещи можно было бы рассказывать кому-нибудь другому, или если бы не было бы интернета, или еще, но нам это бесполезно рассказывать. Ахмад Кадыров выполнял роль, которая была на него возложена. И ваххабисты, руководство этих ваххабистов, которые сейчас сбежали, которые сейчас на Кавказ-центре ошиваются, которые ничего не делают для того, чтобы помогать, а наоборот делают так, чтобы никто никогда нам не стал помогать. Хотя ресурс имели давным-давно очень мощный. Наоборот, привели сопротивление к бессмысленному, бесперспективному, бесконечному сопротивлению. Если мы были китайцами, еще можно было бы как-то понять эту логику. Но не будучи китайцами, люди заканчиваются. А причем тот, кто их призывает воевать и устраивать там, убить какого-то мента, эти сами люди до сих пор почему-то живы. Почему в рай, если так хотят идти, они сами первые не рвутся туда? Почему командиры, президенты все погибли, а эти не погибают, эти пропагандисты, эти вербовщики? Они до сих пор продолжают действовать. Это категорически нужно четко распределять, разграничивать. Это нам не подходит, это нам подходит. И вот та ситуация, которую создали, была создана именно с подачи, я считаю, российских спецслужб, которые заставили чеченский народ просто... И это не только на этом это заканчивалось. Ведь среди предателей огромное количество разных своих группировок, на которых делают ставки, которыми управляют. Точно так же в религиозном этом деле огромное количество тоже было течение. Они все обозначались как ваххабисты, но они даже не координировали друг с другом. Потом это уже появился ИГИЛ и так далее. Некоторые вообще, я помню, в Дагестане какие-то группы тоже были, которыми управлял, контролировал и
Я убежден, теракт в Бостоне это дело рук российских спецслужб, завербовав брата старшего Цернаева, которого просто оболванили этой пропагандой. А оболванивать они умеют. Умеют. Очень хорошо умеют. И вот в Дагестане сидит какой-то маджахед. Я тогда еще удивился этому. Сейчас просто некоторые вещи анализируя, вспоминая, я просто очень сильно удивляюсь. Ужас просто. Заблокирован, и все равно. Все равно. И он украл ларек, и вот эти фонарики, ограбил фонарики, телефоны, вот он сим-карты, вот это. Зачем сим-карты? Сим-карты отслеживаются моментально, когда ты знаешь, с какого ларька ты все спер там и так далее, телефоны. И вот он сидит, это разложил и рассказывает. Я смотрю на это, он там, машаллах, братья, там туда-сюда. Такой бред это был. И какой-то даже его заслуженный какой-то маджахед, его там туда-сюда называют. Просто превратили вообще ни во что. Серьезное государство, серьезное сопротивление превратили в какой-то непонятный грабителей, каких-то непонятные вещи были. Скажу одно, говорит, и на этом мы закончим. Даник КЦ Пьяно. Скажу одно, никогда не верьте русским. У пригожинских по 10 аккаунтов. Да там у них по 100 даже, Маждада. На этом наш стрим заканчивается. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Дал эту бойлвай. Дал тунам лойлвай. Дал нит собор лойлвай. Дал мула. Шадек дикхирду. Шадек ичкерихирду. Дал мула. Все будет ичкерия. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. До новых встреч, как говорится.